Прекрасна наша земля, с великой любовью сотворил ее Господь, и с великой любовью охраняют ее невидимые стражи, ангелы и архангелы, воинство небесное. Жил в давние времена в Греции один очень знатный и богатый человек. Но был он очень несчастен. Его единственная дочь от рождения была немой. Отец был в глубоком унынии. И вот однажды явился ему во сне ангел Божий, сияющий, как солнце. Это был архангел Михаил. «Если хочешь, чтобы дочь твоя стала говорить, приведи ее к моему источнику и напои водой из него». Напои водой из него. Пробудившись от сна, тотчас взял Эллин свою дочь и поспешил к источнику. «Святой Михаил, слуга Божий, исцели мою дочь!» Он зачерпнул воды из источника и дал ее дочери. Девушка с трепетом приняла кувшин, выпила чудесную воду и вдруг ясно проговорила: «Боже христианский, помилуй меня! Святой Архангел Михаил, помоги мне! О, Архангел Михаил, помоги мне!» Отец был поражен этим чудом. В благодарность за исцеление дочери он построил над чудотворным источником прекрасный храм в честь архангела Михаила. Прошло много лет. Поселился в том месте один православный подвижник по имени Архип. Он непрестанно молился обо всех, кто приходил к чудотворному источнику. Но злоба и зависть давно существуют на земле. И вот нашлись такие люди, которые решили погубить Архипа, а храм архангела Михаила разрушить. Неподалеку от храма протекали две бурных горных реки. Наученные бесами, решились злодеи направить всю воду на храм. Увидел это блаженный Архип, пал на землю и со слезами стал молиться Господу, призывая на помощь святого архангела Михаила. Святой архангел Божий Михаил, защити свой храм, не дай погибнуть этому святому месту. А вода тем временем все поднималась, поднималась, и вот она уже шумом понеслась к храму. И тут предстал пред всеми архангел Михаил. Ударил архангел копьем в землю, земля затряслась, и в том месте образовалась огромная пропасть, в которую и устремилась вся вода. А святой архангел Михаил, сохранив от потопления храм и преподобного Архипа, зашел на небо и воздал славу великому и милосердному Богу.